все эти годы жила, не получая ни одного сома, ни одного тиена. Я гражданка Кыргызской республики, Вахрушева Лидия. 1986 года была служащей, работала в военной сфере. Я загнана в совершенно тупиковую ситуацию, из которой не выбраться. Военные прокуроры, на имя кого я обращалась по поводу незаконного недопуска меня к месту службы, ничего не предприняли. При этом он сам не исполнил требований законов, ссылался на нормативный акт без проверки. Биздин редакциябызга Лидия Вахрушева аттуу жаран кайрылган. Анда ал 1986 жылдан 2000 жылга чейин балыкчы гарнизонунда кызмат өтөгөн. Бирок аны ошол кездеги жетекчилер кызматтан мыйзам салып, жана эмгек акысын чегербей коюшканын айтууда. Лидия бүгүнкү күнгө чейин пенсия ала албай жатканына нааразы. Ал бул маселе боюнча президентке жана УКМК төрагасына кайрылды. Толук маалыматты Лидия айымдын өзүнөн угалы. Я гражданка Кыргызской республики, Вахрушева Лидия. Обращаюсь, уважаемые, к вам по поводу грубо нарушенных должностными лицами государственных органов, в том числе военного ведомства, моих конституционных прав. Сначала на труд, это добровольную военную службу, затем на пенсионное обеспечение. Я загнана в совершенно тупиковую ситуацию, из которой не выбраться без вашей поддержки, так как все мои попытки и усилия на пути к законности и справедливости в нашем правовом демократическом государстве были напрасны. Не увенчались успехом также меры, принятые омбудсменом АККЧ Кыргызской республики Мамытовым Токон Балатбековичем. Спасибо ему большое за его доброе сердце, который неустанно боролся. Имеющиеся факты нарушений законности включал в свой ежегодный доклад 2019 года. Скинул данные обстоятельства на сайт АККЧ. Дважды подавал исковые заявления в моих интересах в суды. Затем вносил представление на имя генерального и военного прокуроров, начальнику Генерального штаба вооруженных сил, председателю Государственного комитета по делам обороны и не единожды обращался на имя президента, главнокомандующего вооруженных сил. По согласованию и указанию Совета Безопасности дважды создавал межведомственные комиссии с приглашением представителей соответствующих организаций. И данные комиссии в своих заключениях действительно признали и подтвердили, перечислив, хотя и не всю совокупность нарушений законности по неоднократно, то есть по отношению ко мне. А также я сама обращалась в ГКНБ на имя Ташиева, неоднократно на имя президента, Совета Безопасности, Торога Георга Кинеш, председателю Пленума Верховного суда. Но был ответ по мере накопления и готовности соответствующих материалов. То есть после изучения в общении судебной практики. Но ВОЗ и ныне там. Поскольку все ответы сводятся к тому, что имеется судебный акт военного суда Бишкекского гарнизона, вступивший в законную силу, который не отменен, хотя является неправосудным, что будто я пропустила срок обращения с иском в суд по неуважительной причине, тогда как фактического увольнения и исключения меня из списков личного состава части и ознакомления с приказом вообще не было. Военные прокуроры, на имя кого я обращалась по поводу незаконного недопуска меня к месту службы, ничего не предприняли. Сами грубо нарушили законы. Значит, мое последнее обращение, принятое без регистрации, заместитель военного прокурора Кыргызской республики Омурбеков вернул мне, направив меня к военному прокурору Бишкекского гарнизона Мажинову, который, осуществляя проверку в течение 2 месяцев, уведомил меня о своем решении, что он установил нарушение порядка увольнения, не влекущее, однако, за собой отмену приказа, поскольку вы якобы изначально были призваны незаконно по возрасту. При этом не указал, какого именно приказа, дату его издания и номер. Но это же неадекватно, абсурд, когда уже прошло 5 лет после призыва, а не 5 дней согласно Трудового кодекса, и призыв в возрасте 47 лет был абсолютно законный. Поскольку в законе не был определен предельный 50-летний возраст состояния на службе для моей категории военнослужащих, я, конечно, обжаловала его решение вышестоящему и получила уведомление о более чем абсурдном решении, так как замвоенного прокурора Омурбеков глупо ссылался на приказ
начальника главного штаба от 25 августа 2000 года об увольнении меня якобы, то есть в запас. Поскольку я и после его издания фактически продолжала нести военную службу, еще мотивировал свое решение тем, что пункты 4.62б положения законный, и приказ НГШ не может быть опротестован, но при этом он не счел нужным заглянуть в сам закон. Несмотря на то, что на прокурора Конституцией возложен надзор за точным и единообразным исполнением законов должностными лицами госорганов. При этом он сам не исполнил требований законов, ссылался на нормативный акт без проверки соответствия его закону, поскольку положение разрабатывается и вводится в действие приказом на основе и во исполнении Конституции и законов Кыргызской Республики. Соответственно, я его решение обжаловала вышестоящему военному прокурору, после которого заместитель военного прокурора Омурбеков, повторно проверив свое же решение, внес 25 июня 2002 года представление на имя начальника главного штаба об устранении нарушений законности, указав в нем в том числе, что я не была ознакомлена с приказом об увольнении. Предлагал незамедлительно принять меры к их устранению, но данное представление осталось неисполненным, но зато был сфальсифицирован официальный приказ командира войсковой части 20636 о моем переводе на новое место службы, когда уже прошло после его издания 4 года. Вот этим и закончилось исполнение представления. Военная прокуратура больше никаких попыток не предпринимала для устранения нарушений законности, закрыла глаза на факты уголовных должностных преступлений, а также Омурбеков умолчал в своем решении и представлении 2002 года, что имеется приказ командира войсковой части 98-498 об увольнении, исключении меня из списков личного состава части и со всех видов довольствия, который является окончательным согласно пункта 6 положений и согласно статьи 3 Закона Кыргызской Республики о статусе военнослужащих, о наличии которого мне не было известно, чем ввели меня в заблуждение, так как, получив уведомление о внесении представления, я надеялась, что разберутся. Однако ничего не происходило. Была вынуждена обратиться в суд, чтобы допустили меня к службе, как незаконно отстраненную. Но военный суд Бишкекского гарнизона от 11 августа 2004 года вынес неправосудное решение в резолютивной его части, указав об отказе в удовлетворении иска из-за якобы пропуска срока обращения с иском в суд по неуважительной причине. Хотя я и не была ознакомлена с приказом об увольнении, об исключении, оно оставлено без изменений. Данное решение, значит, и в силе, также неправосудно. Поскольку военный суд Бишкекского гарнизона к трудовым правоотношениям незаконно применил вместо Трудового кодекса нормы гражданского права о сроках и течении исковой давности, тогда как пункт 6 положения Пленума Верховного суда категорически запрещает. После чего я подала ходатайство в Конституционный суд, решением которого от 9 декабря 2008 года отменены действия данных пунктов, которые были применены для увольнения, признанием их неконституционными и противоречащими статьям Конституции. Однако после этого пересмотре судебного акта военного суда Бишкекского гарнизона от 11 августа 2004 года по вновь открывшимся обстоятельствам отказано. Хотя военный суд Бишкекского гарнизона мотивировал свое решение, процитировав полностью пункт 4 положения, сделав вывод, что в момент увольнения возраст Вахрушевой был уже за 50 лет. А Конституционный суд указал, что определять предельный 50-летний возраст полномочия Министерства обороны не входило, а в законе Кыргызской Республики о всеобщей воинской обязанности граждан Республики Кыргызстан в редакции 1992 года не был определен предельный 50-летний возраст состояния на службе для данной категории военнослужащих. Положение вводится в действие приказом Министерства обороны на основе и во исполнении Конституции и законов. Для военнослужащих женщин требуется 10 календарных лет военной службы, чтобы была выслуга лет для назначения военной пенсии. То призыв в возрасте 47 лет вполне законный.
Поскольку в Кыргызстане пенсионный возраст женщин 58 лет, а мне уже скоро 75 лет, а я без пенсии, которая гарантирована государством и предусмотрена статьей 4 Закона Кыргызской Республики о пенсионном обеспечении военнослужащих. Таким образом, нарушение моих прав составляет 100%, однако для их восстановления никто не берется. Пенсия мне не назначена, стаж не восстановлен, никакие выплаты компенсации не произведены, и даже в военном билете отсутствует запись об увольнении. Предписание об убытии в распоряжение военного комиссариата не было выдано. Еще очень много нарушений норм и требований законов. Сколько раз я прошу личного приема меня генеральным прокурором, поскольку я ни разу за 20 лет не получала ответ за его подписью. Даже несмотря на то, что от 12 февраля текущего года секретариат Совета Безопасности просил генерального прокурора о принятии меня на личный прием, а также по рекомендации ГКНБ, которая гласила: вам необходимо обратиться к генеральному прокурору Кыргызской Республики, которую получила от 25 января 2022 года. Прием не осуществлен до настоящего времени. Следовательно, я неоднократно обращалась к нему, но не была услышана, а получаю каждый раз одни и те же коротенькие отмазки. Хотя администрация президента, секретариат Совета Безопасности своей служебной запиской от 18 октября 2023 года направляли мое обращение для рассмотрения по принадлежности в части приведенных жалоб в отношении судей и обеспечения законности, однако никакого результата нет. Но есть выход из сложившейся ситуации, а Генеральная прокуратура не желает услышать и видеть этот выход. Ведь всего лишь нужно отменить 2 незаконных решения военных прокуроров, как несоответствующие Конституции и законам и несоответствующие действительности. Поэтому, поскольку их решения не могут подмять под себя нормы трудового законодательства, и тем более в них не был указан приказ командира войсковой части 98-498 об исключении меня из списков части и, соответственно, со всех видов обеспечения, кому было предоставлено право приема военнослужащих и их увольнений по данному основанию, как по возрасту. Несмотря на это, абсолютно неадекватные и необоснованно мотивированные их решения послужили основанием к внесению неправосудного решения военного суда Бишкекского гарнизона 11 августа 2004 года. Поэтому только после их отмены данный судебный акт может быть пересмотрен по вновь открывшимся либо по новым обстоятельствам. Я ведь не изгой общества, а с 1986 года была служащей, работала в военной сфере и на должности начальника КС войсковой части 48410. Оттуда была призвана в 1997 году, стала военнослужащей по призыву на действительно военной службе в войсковой части 37402. Служила на должности начальника хранилища военно-технического имущества. Работа и служба, как вы понимаете, была тяжелой в то время, но в то же время опасной, поскольку твой опыт работы, умения, твоя честность и добропорядочность никому не нужны. Когда командование твое через твои службы желает обогатиться, а когда получает отпор, то пытается от тебя избавиться. При этом более 6 месяцев не выплачивали мне одной денежное довольствие из-за финансиста, который обвинял командира, поскольку дал заявку на мой призыв свыше 40 лет, что он якобы мне будет платить из своего кармана, пока я не обратилась к генералу Сидалиеву. Вот и началось с командира Колыбаева, который боялся, что так непременно и будет, как сказал финансист. Неоднократно беспричинно пытался подвести меня к увольнению по статье. Во время ночного дежурства по полку без отдыха на следующий день, будто я украла 2 солдатских одеяла. Издал незаконный приказ на удержание. Отменили, конечно. Издавались приказы со строгими договорами и о взысканиях с лишением ЕДВ и надбавки к окладу.
также отменены. Тайное представление к увольнению было внесено, будто я не справляюсь в строевой части полка. Не прошла его ложь также. Эту должность я совмещала по приказу в течение 1,5 года, за который не получала заработную плату. Но я стойкий, оловянный солдатик, не поддавалась на провокации. Зорко и честно следила за государственным военным имуществом и за финансами республиканского бюджета, поскольку централизованно оплачивались все расходы гарнизона. Не давала никому разбазаривать. Скажите, а кому это понравится? Я свято хранила честь мундира, военную присягу не нарушала. Все немыслимые издевательства, ужимки, преследования выдержала и выстояла. И это был просто ад, не передать словами. В 1998 году, в период передислокации дивизии из Бишкека в Балыкчинский гарнизон на базе войсковой части 48410, в состав которой вошли все отдельно кадрированные войсковые части, и в штате дивизии преднамеренно мне места не находили. Пытались уволить, но после моего обращения в Генштаб Вооруженных сил приказом перевели меня в Министерство обороны на новое место службы, зачислив с 1 декабря 1998 года в войсковую часть 98-498. Это отдел охраны и обеспечения Главного штаба Вооруженных сил. Город Бишкек. Казалось бы, все осталось позади, но командир дивизии Мусаев, приехав в город Бишкек, меня нашел. Предупредил моего командира Садырова, чтобы он избавился от меня, пока не поздно. Якобы, а то из-за меня якобы он видит небо в клетку, ну будто точно посажу я его в тюрьму. После этого начались придирки, притеснения, возможно, не только из-за этого, поскольку по долгу службы я, кроме всего прочего, вела еще суточную ведомость в строевой части, ввиду того, что в любой момент службы войск могут прийти, выстроить солдат на плацу и проверить мою суточную ведомость, кто, где и все ли на месте. Разыскивала солдат. Проверяла пофамильно, где они находятся на дежурстве. На отсутствующих в расположении части писала рапорта, однако наступила на те же грабли. Поскольку командование за деньги родителей за немалое вознаграждение отпускало солдат домой без приказа, не снимая с котлового удовольствия. Солдат спит дома, а служба идет. А также солдаты вне части строили дачи и коттеджи, как оказалось, высокопоставленным лицам. А также офицеры отправляли солдат в город, чтобы деньги для них добывали, попрошайничали у народа. Это ведь позор, что вооруженные силы не кормят солдат, они голодуют. А также случай был, когда день рождения у прапорщика, он заставлял солдат лечь на пол в виде шпал и по их спинам своими сапогами топтал их. Поэтому солдаты психологически не выдерживали, убегали либо совершали суицид. А я, как женщина и мать, не смела обо всем молчать. Следовательно, на хвост змеи наступала, как говорят. Обо мне и ранее командир дивизии на плацу сказал, что я будто от Бога пешком ушла. Смеялись все надо мной. Что означало, я не знала. К тому времени на протяжении 1 года уже повторно из-за отсутствия печати в расчетной книжке со старого места службы, поскольку не рассчитали при переводе на новое место службы, не выплачивали мне заработную плату и пайковых. Только мне одной. И положенный трудовой отпуск за 1998 год не давали, чтобы поехать и поставить печать. Следовательно, пожаловалась принародно, когда всех женщин поздравляли с праздником 8 марта. Спросили, нет ли жалоб. Но я и высказала свою жалобу, что год не получаю денежное довольствие, после чего продолжились новые гонения и преследования. Неоднократно издавались фиктивные приказы с двойным наказанием, каждый в виде строгого выговора и лишения надбавки к окладу, лишения ЕДВ, а также неоднократно пытались уволить по статьям, то по одной, то по другой. Представления готовили, фиктивные административные расследования проводились, столько грязи на меня вылили, воевали со мной в прямом смысле не на равных. Где все они сообща, а где я беззащитная.
Все же они добились своего, незаконно отстранили от несения службы, не пропускали через КПП части к месту службы, когда я находилась вне территории части и вне главного штаба, как оказалось. Были изданы тайные приказы командира части о выведении меня за штат и об увольнении по сокращению штата. Но военный прокурор своим протестом тогда восстановил меня на службе, после чего начали мстить. В течение 1 года не давали мне рабочего места и работу, не пускали в штаб, наказывали дежурных солдат, если меня кто-то из них пустит в коридор погреться. Поэтому, хватая меня за рукава, выталкивали за дверь. Поэтому я постоянно просиживала в холод, дождь и снег на скамейке, место для курения для солдат, чтобы строиться 4 раза в день на плацу. Выходить за КПП было нельзя, опаздывать с обеда тоже нельзя. Сразу выговор и наказание. Я терпела презрительные и недоуменные взгляды, порой усмешки сослуживцев, но никто не посмел слова сказать в защиту, каждый боялся сам за себя. Поскольку не было у меня рабочего места и работы, я требовала очередные ранее не предоставленные трудовые отпуска. Но командование, случайно узнав, что мне исполнилось 50 лет, хотя и со скандалом, но разрешили мне взять очередные трудовые отпуска 60 суток за 2 года, 99-2000, но при этом категорически отказали за 98-й 50 суток. Во время моего отпуска внесли на имя вышестоящего начальника главного штаба тайное представление к увольнению меня по основанию достижения якобы предельного возраста состояния на действительно военной службе, но в течение 5 месяцев незаконный приказ не был издан. Однако путем фальсификации, исправив теперь уже дату, добились издания приказа от 25 августа 2000 года об увольнении меня в запас, но вышел у них промах, несовпадение. Поскольку меня незаконно отстранили, не пропустив через КПП только 30 августа, во второй половине дня, ближе к вечеру, но меня при этом никто никак не увольнял, ни с каким приказом не ознакомил, никакие документы не выдал, и с тех пор я за воротами. Поэтому повторный путь только в военную прокуратуру, что было очень долго и затруднительно, поскольку не могли они понять. Сотрудники за это время поменялись. Говорили, что я ведь восстановлен уже год назад. Остальное, как ужиться и поладить с командованием, будто не их забота, а только мои проблемы. Не регистрировали мои обращения без визы военного прокурора. Неоднократно оставляли свои обращения, неоднократно я оставляла свои обращения без регистрации, но пропадали. А ведь прокурор обязан был принять во внимание даже устно сообщенные факты о совершении должностных преступлений, фальсификации официальных документов, подделок моей подписи, изменение текста, переписав другим почерком и расписавшись за меня, злоупотребление положением, превышение полномочий и так далее. Вместе с тем указанные 2 решения военных прокуроров как заключение государственных органов послужили основанием к вынесению неправосудного решения военного суда 11 августа 2004 года, которое является камнем преткновения на протяжении 20 лет. Поэтому оно должно быть отменено и пересмотрено дело по индивидуальному трудовому спору по вновь открывшимся либо по новым обстоятельствам. Таким образом, уважаемые, у меня другого выхода нет. Я действительно в тупике, поэтому я прошу обратить внимание на мое обращение и надеюсь, что у нас есть законность и справедливость восторжествует, и в конце концов мне восстановит мой стаж, и, соответственно, я получу все положенные, соответственно, так как я все эти годы жила, не получая ни одного сома, ни одного тиена. И я надеюсь, восстановит стаж и мне назначат пенсию, положенную согласно статье 4 Закона Кыргызской Республики о пенсионном обеспечении военнослужащих. Поскольку мое место работы и мое место службы последнее – это военное ведомство. Поэтому я должна получить действительно заслуженную пенсию военную.